В эфире новости спорта. Здравствуйте. Якутские дзюдоисты завоевали 11 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа, который завершился в Елизово. Награда высшего достоинства в активе Михаила Синицына и Саины Петровой. Обладателями серебряных медалей стали Кюнней Сивцева и Ярослав Щеглов. На третью ступень пьедестала взошли Рашид Измайлов, Сабир Оев, Варвара Забарина, Полина Иудина, Алина Емельяненко, Юлия Бондарчук и Анастасия Леонтьева. Отмечу, что спортсмены, занявшие первые и вторые места, помимо медалей получили путевки на первенство России, которая пройдет в городе Дмитров в конце ноября. В эти выходные в Якутске стартует футбольная лига среди детских команд. В борьбу за трофей турнира вступят порядка 500 юных любителей футбола с 2007 по 2013 годы рождения. Выявление победителей и призеров пройдет в формате лиги по 6 возрастным группам в 2 этапа. Первый из которых начнется в эту субботу и завершится в ноябре. По итогам первой части соревнований из каждой возрастной группы 5 команд с лучшими показателями выйдут в финальный этап, который начнется в марте и продлится до апреля. Матчи будут проходить каждые выходные в футбольном манеже спортивного комплекса «Дохсун». Детская лига – это спортивное мероприятие. Оно дает возможность нашим детям соревноваться регулярно в течение всего учебного года. Это, можно сказать, самый массовый турнир по футболу в нашем городе. Он является лакмусовой бумажкой уровня детского футбола. И ведь именно в таком режиме, то есть недельный тренировочный цикл и в конце недели игра, возможен максимальный эффект в обучении юных футболистов. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу против сборной Шотландии станет определяющим для российской команды. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Его подопечные после 6 туров занимают второе место в группе А, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии, у которой 18 баллов. Третье место с 7 очками занимает сборная Казахстана. Матч Шотландия-Россия пройдет 10 октября на стадионе Лужники. Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Перед каждым сбором и играми возникают вопросы, которые надо мимоходом решать. Пара игроков занимались по индивидуальной программе, надо понять их состояние. Для нас будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в Лужниках, сказал Черчесов. Баскетболисты Санкт-Петербургского «Зенита» одержали победу над московским ЦСКА в гостевом матче единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 79-82. Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Даррен Халлиард, набравший 16 очков. В турнирной таблице лиги ЦСКА с 4 очками после 3 встреч идет на 7-й позиции. «Зенит», на счету которого 4 балла в 2 играх, занимает вторую строчку. В следующем туре армейцы на своей площадке встретятся с белорусским «Смоки» Минском. «Зенит» на выезде встретится с Нижним Новгородом. Обе игры пройдут 13 октября. Московский «Спартак» на выезде выиграл у петербургского «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский, Робин Ганзел и Мартин Шкарсумс. У хозяев льда отличились Антон Бурдасов и Владимир Ткачев. Красно-белые занимают 6-е место в таблице Западной конференции. В их активе 17 очков. «СКА» идет на второй позиции, набрав 20 баллов. В следующем матче 9 октября петербуржцы дома сыграют с екатеринбургским автомобилистом. «Спартак» днем ранее в гостях встретится с Череповецкой «Северсталью». В другом матче игрового дня КХЛ Новосибирская «Сибирь» на своем льду со счетом 1-0 одержала победу над московским «Динамо». Единственную шайбу на 3-й минуте встречи забросил нападающий хозяев Алексей Яковлев. В турнирной таблице Восточной конференции новосибирцы располагаются на 3-й строчке, набрав 19 очков. Московский клуб занимает 5-е место на Западе. На счету команды 17 баллов. В следующем туре регулярки 9 октября «Динамо» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». «Сибирь» 11 числа дома примет «Борис» из Нур-Султана. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Евгений Малкин из-за травмы не сможет играть по меньшей мере 1 месяц. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, россиянин получил повреждение в матче против «Коламбуса». Во втором периоде Малкин попал под силовой прием Владислава Гаврикова. После этого эпизода он покинул площадку и не сумел продолжить встречу. Малкин провел в Питтсбурге 1016 матчей, в которых забросил 455 шайб и сделал 716 результативных передач. В составе клуба он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта.